Добрый день, уважаемые коллеги! С вами снова я, старший методист кафедры естественно-научного образования, учитель физики силовизники Туршева Наталья Валерьевна. Тема нашего сегодняшнего занятия, как обычно, формирование функциональной грамотности на уроках физики. Начну с того, что навыки 21 века на сегодняшний день для сегодняшнего выпускника – это функциональная грамотность, это компетенции, и это такие качества личности, как любознательность, инициативность, настойчивость, лидерство, социальная и культурная осведомленность. Когда мы говорим про функционально грамотного человека, мы понимаем, что это ребенок, который умеет читать, умеет извлекать информацию, умеет с этой информацией выполнять различные функции математические. Это ИКТ-грамотный человек, который обладает функциональной, финансовой грамотностью, знает свои культурные и гражданские инициативы, который обладает компетенциями, умеет критически мыслить, креативный, коммуникабельный, умеет находить общий язык, сотрудничать и так далее. Все это навыки нашего современного ребенка, каким мы хотим видеть нашего ребенка. Поэтому про функционально грамотного человека Леонтьев сказал, это человек, который способен использовать все понятно приобретаемое в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в разных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как формировать предметные и метапредметные результаты по физике на основе заданий по функциональной грамотности. Также мы с вами затронем вопросы формирования функциональной грамотности через организацию учебного сотрудничества и применение современных образовательных технологий при обучении физике. Сегодняшнее наше занятие я начну с того, что мы с вами рассмотрим некоторые аспекты функциональной грамотности с точки зрения комплексной оценки предметных и метапредметных результатов. Наш с вами урок на сегодняшний день направлен не только на формирование предметной составляющей нашего урока, но и на формирование метапредметных умений учащихся. Поэтому наряду с такими, как освоение текстов научного содержания, мы говорим, что это читательская, естественно-научная грамотность, использование физических понятий и величин, применение логических действий в контексте содержания заданий, которые мы даем, владение методами научного познания, то есть это проведение наблюдений, выдвижение каких-то гипотез, планирование эксперимента, проведение его, а также использование цифровых технологий. Все это, как мы говорим, что на сегодняшний день это результаты нашего урока, то есть на что нацелен наш урок. Наш урок нацелен на то, чтобы наш ребенок научился извлекать информацию из текстов, из опытов, из экспериментов и так далее. Когда мы говорим про то, какие компетенции мы с вами хотим получить, мы в данном случае говорим о том, что формируемые компетенции в данном случае состоят из того, что ребенок должен уметь применять приобретаемые знания в различных ситуациях жизненного характера, ну и самостоятельно осваивать новые знания и умения. Поэтому на сегодняшний день, когда мы разрабатываем такие задания или, допустим, мы выбираем задания для своего урока, контексты заданий должны быть ориентированы прежде всего на возраст и на интересы учащихся. Контексты могут затрагивать проблемы глобального и личностного характера, апеллировать к разным областям человеческой деятельности. Задания должны охватывать все компетенции читательской, математической, естественно-научной грамотности. Задания должны опираться на предметные знания и умения, то есть на то, для чего, в общем-то, у нас урок. И задания должны быть разного уровня сложности. Поэтому, когда мы говорим о цели формирования предметных и метапредметных умений на уроках, в данном случае мы говорим про урок физики, то мы можем с вами использовать некоторые подходы, которые заложены в нашем федеральном государственном стандарте. И три
главных подхода, на которых строится урок на сегодняшний день, это деятельностный подход, это личностно ориентированный подход и системно-технологический. Соответственно, принципы, которые лежат в ФГОСах, они не поменялись. Это дидактические принципы, такие как объективность, научность, связь теории с практикой, последовательность, систематичность. То есть это все то, что нам осталось от старой школы. Когда мы говорим про содержательный компонент урока, давайте мы с вами еще раз просто вспомним о них, да, то это в первую очередь это когнитивные и познавательные умения. Что они подразумевают? Они подразумевают то, что наши учащиеся должны самостоятельно ставить цели. Они должны уметь искать, найти информацию, ее структурировать при помощи разных средств. Они должны уметь читать, извлекая необходимую информацию. Они должны уметь моделировать свой ответ. Если говорить о группах логических универсальных действий, здесь мы с вами говорим о том, что прежде чем что-то создать, естественно, что здесь должна быть гипотеза, которую мы ставим в начале занятия, в начале урока, а потом, соответственно, проверяем на адекватность, устанавливаем причинно-следственные связи, осуществляем какую-то классификацию и так далее. Второй компонент урока – это регулятивные умения. В чем они заключаются? В том, что учащийся приходит на урок целенаправленно, то есть он должен знать, для чего он приходит, какие задачи он будет здесь решать. Поэтому в самом начале урока необходимо установить какую-то последовательность действий, обговорить, осуществить вот именно вот этот диалог, чтобы установить вот эту последовательность действий, спрогнозировать тот результат, возможно, что внести какие-то коррективы в план в течение вот этого обсуждения и так далее. Ну и, конечно же, это умение работать с любой информацией, то есть преобразовывать информацию из любого вида в другую, из знаковой системы в материальную и так далее. Организационные компоненты урока, они остались у нас все те же самые. Методы, формы, технологии, средства, приемы. Да, но методы. Мы с вами всегда пользовались различными методами, исследовательскими, методами проблемного обучения, практические методы, которые на сегодняшний день они зарекомендованы, и они работают именно на формировании тех умений, о которых мы с вами говорим. Формы работы с учащимися, если мы говорим про урочную форму, то это групповые, фронтальные. Если внеурочные, то может быть индивидуальные, также и тоже работа с группами. Какие в основном технологии предполагаются в федеральном государственном стандарте? Это в первую очередь это проектная технология, это технология сотрудничества и технология, которая основана на деятельностном подходе. Мы с вами в течение обучения используем какие-то средства для того, чтобы формировать эти умения. В последнее время широко мы с вами используем ИКТ-средства, собираем портфолио, разные игры и так далее и тому подобное. Ну и количество приемов, о них, конечно, сегодня на занятии мы с вами поговорим, количество таких приемов на сегодняшний день огромное количество, потому что в каждой технологии описаны и прописаны приемы, которые мы с вами можем использовать на уроке для формирования того или иного результата, какого мы хотим достичь. Еще раз напомню о том, что базовые образовательные технологии, которые на сегодняшний день являются приоритетными, это технологии, основанные на уровневой дифференциации, это технологии, основанные на создании учебной ситуации, и технологии, основанные на реализации проектной деятельности. Сегодня, соответственно, мы с вами, проводя ту или иную, когда берем за основу какую-то технологию, вот, например, технологию уровневой дифференциации, да, то мы должны знать, при каких условиях мы с вами можем ее использовать. Реализация уровневой дифференциации, она возможна при наличии следующих условий. То есть это явное выделение требований к уровню обязательного усвоения материала. Мы говорим сейчас про базовый уровень.
Да? Представление базового уровня в виде списка учебных заданий. То есть мы должны детям давать задания такие, чтобы они были понятны. Вычеркни лишнее слово, выбери 2 верных утверждения, впиши и так далее. То есть это должны быть задания, которые должны дети понимать, какое действие им необходимо выполнить. Поэтому тут же мы с вами говорим о том, что это должно быть открытость, то есть это не значит, что мы им даем задание, а они это задание видят в первый раз. Это значит, что мы такие задания должны сперва проработать, а потом уже, соответственно, чтобы это умение решать задачи такого плана у ребят уже формировалось. Ну и ряд обязательных требований, конечно же, к уровню преподавания. Чаще всего во время уроков мы с вами создаем так называемые учебные ситуации. То есть учебная ситуация или учебная задача – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его. Мы можем организовать различного рода обсуждения, мозговой штурм, можем организовать, например, такой способ, как, допустим, что они знают, то есть они предлагают свои идеи в группах, свои высказывания, свои предположения, и потом ищем наиболее оптимальные выходы из ситуации. Да? Учебные действия преобразуют его, переформулируют, предлагают свое описание и так далее. То есть это учебная ситуация. И мы с вами на уроке для того, чтобы решить вот именно, когда мы говорим, какой результат мы хотим увидеть в конце урока, мы должны создавать такие учебные ситуации, которые приведут в конце урока именно к решению данной проблемы. Особое внимание необходимо, конечно, уделить отбору содержания. Качественно отработанные планируемые результаты урока – это определенные те, что мы берем с вами из программы. То есть в программе у нас прописано, какое умение, какое знание должны получить ребята в течение, допустим, вот изучения данной темы. Какие из этих результатов вы берете на сегодняшний урок? Какие предметные результаты хотите достичь и каких метапредметных результатов вы хотите достичь? Максимально эффективно усваивается информация, которая является для детей наиболее актуальной. Поэтому и задания, конечно, мы должны подбирать такие, чтобы они детям были интересны, которые актуальны на сегодняшний день. Информацию мы подаем в контексте происходящего в окружающем ребенке мире. То есть мы говорим на сегодняшний день о том, с чем наш ребенок живет, с чем он сталкивается, а поэтому и задачи наши должны быть жизненные и связанные не с прошлой жизнью, а связанные именно с тем, что находится сейчас в зоне актуальности. Затрагивает чувства конкретного человека, активно проводится через разные каналы восприятия, то есть информация должна быть разнообразной и так далее. Если говорить про предметные результаты, то вот, например, что мы хотим? Да? Мы хотим достичь каких-то предметных результатов. Вот сегодня у меня будет с вами такой пример. Пример урока в 8 классе. Тема урока – это тепловое действие электрического тока и, соответственно, нагревательные приборы. И закон, который работает, это закон Джоуля-Ленца. Соответственно, перед началом урока мы смотрим рабочую программу, смотрим, какого результата, какие предметные результаты мы хотим сегодня на уроке достичь. Во-первых, на уроке мы используем уже ранее известные, изученные понятия, такие как электрический ток, напряжение, мощность. Вот те характеристики, которые вы сейчас видите, результаты, это все взято из нашей рабочей программы. То есть мы работаем с рабочей программой. Каких результатов мы хотим достичь? Мы хотим, чтобы наш ученик научился различать тепловое действие электрического тока, в чем оно проявляется. Для того, чтобы он мог распознавать, как это явление тепловое, как оно проявляет себя в окружающем мире, то есть, например, в различных электрических приборах. Описывать это через те величины, которые он уже знает, через силу тока, через мощность, через напряжение. Он должен характеризовать
уметь характеризовать действие электрического тока с помощью закона Джоуля-Ленца, на что и нацелен вот этот предметный результат на сегодняшнем уроке. Ну и в том числе объяснять физические процессы. В данном случае в учебнике описывается принцип работы некоторых нагревательных приборов, лампочек и так далее. То есть, соответственно, объяснять процессы, хотя бы вот эти базовые элементы, которые описаны в учебнике, здесь строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1 или 2 изученных физических свойств законов. Решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы, которые мы уже ранее получили. То есть вот это у нас результаты предметные. Но помимо предметных результатов у нас есть еще и метапредметные результаты, исследовательские предметные результаты. В данном случае предметные результаты, которые нацелены именно на умение учеников проводить исследования, это, например, выполнять прямые измерения напряжения, силы тока, времени, температуры, соблюдать правила техники безопасности, приводить примеры практического использования. Соответственно, если мы будем на уроках все это выполнять, то естественно, что вот такие умения, они потихонечку будут у детей сформированы. Ну и планируемые результаты, мы сказали, бывают еще и метапредметные, то есть чего мы хотим достичь. Да? Мы хотим, чтобы ребенок осознанно ценил свой безопасный образ жизни. Да? Мир у нас сейчас изменился, огромное количество электрических приборов, и, соответственно, ребенок должен уметь использовать их безопасно. Когда мы говорим про базовые логические действия, что подразумевает базовые логические действия? Это означает, что те учебные ситуации или учебные задачи, которые мы ставим, это задачи, которые должны выявлять и характеризовать существенные признаки объектов. То есть задания мы ставим такие, чтобы дети могли уметь сравнивать, чем отличается один прибор от другого, какие признаки являются самыми главными, какие являются второстепенными, и являют какие-то причинно-следственные связи. Базовые исследовательские действия – это проводить по самостоятельно составленному плану какой-то несложный эксперимент, оценивать, насколько достоверна информация, которую он получил, то есть чтобы было еще и с чем сравнить. Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного опыта. Но естественно, что мы говорим сейчас про коммуникативные. Если вы ставите какую-то перед детьми задачу, то как эта задача будет решаться или ситуация? Она будет решаться индивидуально или в группе, или в паре. То есть в этом и заключается, то есть коммуникативное понимать и использовать преимущества командой или индивидуальной работы. Выполнять какую-то свою часть работы и нести за нее какую-то ответственность. Регулятивные подразумевают, что ребенок должен научиться выявлять проблемы в жизненных ситуациях, которые требуют этого решения. То есть самостоятельно составлять какие-то алгоритмы, задачи и так далее. Итак, это мы с вами сейчас говорили о том, чего мы хотим достичь. Напомню, что сегодня я попытаюсь рассказать и объяснить, каким образом мы с вами пытаемся формировать функциональную грамотность. И сегодня у меня тема урока – это тепловые явления, тепловое действие электрического тока, нагревательные приборы, закон Джоуля-Ленца. В начале этого урока я провожу такой небольшой эксперимент, в который беру простую проволочку, пропускаю через нее электрический ток, она сперва накаляется, если ток будет очень большой, соответственно, он может расплавиться. И прежде чем мы перейдем уже к изучению темы урока, мы начинаем изучать, то есть причина в чем, почему проводник нагрелся, что происходит в результате этого нагревания, то есть вот эти процессы мы рассматриваем. Да? Здесь уместно провести, конечно, мозговой штурм. То есть ребята будут высказывать огромное количество предположений, и, возможно, чтобы эти предположения каким-то образом они могли объяснить или подтвердить, можно показать небольшой видеофрагмент, в котором это получается, знаете, модель
модель электрического тока, видеомодель электрического тока, то есть как электроны двигаются, как они взаимодействуют с ионами кристаллической решетки. И можно, допустим, тут же сделать работу с учебником. Вот объясните, пожалуйста, вот тот видеофрагмент, который вы сейчас увидели, с использованием материалов учебников. Ну, вот, например, по этой теме, что я могу сказать, что вот у меня сейчас есть два учебника. Вот, допустим, учебник физики 2018 года, 8 класса, и здесь год 2018. И у меня есть отдельный класс, который работает по новым учебникам 2022 года. И если, например, вот в этом учебнике описывается, как происходит движение электронов, как они передают свою энергию, то в том учебнике не написано. Поэтому тут нужно ориентироваться на тот материал, который у вас есть. Да? И, соответственно, можно здесь также составить вот такие задания. Я думаю, что многие такие задания составляют именно вот на формирование логических умений, да, то есть вот какой прибор не вписывается в общий ряд, то есть убери лишнее. Почему ты это лишнее убрал? В каких приборах проявляется выбранное действие, да? Но дети потом начинают говорить, что он проявляется везде, но тут я опять же ставлю такой дополнительный вопрос. Нагреваются все, но для каких-то приборов нагревание – это его преимущество, а в каких-то это недостаток. То есть мы уже говорим на то, что есть такие приборы, для которых нагревание – это что-то хорошее, это что-то плохое. И начинаем уже делать тоже отбор, сравнивать, анализировать, сравнивать, и, соответственно, приходим мы к какому-то выводу, по какому принципу и почему нагревается. Для этого прибора нагревание хорошо, а для этого плохо. Почему, с чем все это связано? То есть у нас начинает возникать вот такая вот проблема. Давайте посмотрим, какие действия мы формируем на каждом этапе. Вот, например, первый этап, когда мы с вами показываем опыт, здесь результат, который мы хотим, чтобы этим умением обладали наши дети, это описывать тепловое действие через физические величины, характеризовать с помощью закона Джоуля-Ленца, выявлять причинно-следственные связи. То есть в данном случае уже это умение у нас будет формироваться. То есть это задание мы проводим с той целью, чтобы сформировать вот этот результат. Для чего я задаю эти вопросы? Почему мы организуем этот мозговой штурм? А я хочу, чтобы мои учащиеся научились выявлять, характеризовать существенные признаки, устанавливать существенный признак, почему мы выбрали именно этот прибор, в чем проблемы, выявлять эти проблемы в жизненных учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний. То есть это мы с вами все берем из нашей рабочей программы. Давайте дальше. Создаем, когда тема выучена уже, все, получили закон Джоуля-Ленца и создаю такую учебную ситуацию. Мы ставим 2 чайника, начинаем их кипятить. Затем мы с ними определяем время. Оказывается, что чайники при одинаковом количестве налитой воды закипают не одинаково. Почему? В чем разница этих 2 чайников? Мы, когда с вами приходим в магазин, когда они начинают говорить, вот там мощность. Вы сначала на мощность смотрите? Нет. Вы сперва смотрите на цену. Вы смотрите сперва на материал, на какие-то дополнительные особенности, на цвет вы смотрите. И только потом уже вы уже начинаете дома, уже принеся домой, начинаете смотреть на мощность и так далее, ничего не задумываясь, по какому принципу мы с вами покупаем чай. И вот когда мы определяем время, то есть здесь организуем групповую работу, одна колоночка, соответственно, она замеряет время и работает с первым чайником, вторая со вторым. Мы с ними определяем, значит, сколько времени кипит, получаем работу, определяем количество теплоты, вот, и потом мы начинаем сравнивать. Почему вода закипает не одинаково? Насколько дороже получилось вскипятить литр воды в том и в другом чайнике.
насколько дороже, то есть мы уже оцениваем, здесь уже формируется и финансовая грамотность. Какими величинами мы можем характеризовать наш чайник? Давайте посмотрим, где мы можем эту информацию узнать. А под чайниками, оказывается, есть у нас небольшое место, где написано, что у одного чайника мощность 2200 Вт, а у другого 1500 Вт. Как вы думаете, почему вода в этих чайниках закипела не одинаково? Но оказывается, в одном из чайников нагревательный элемент скрытая спираль, а в другом диски нержавеющей стали. То есть мы начинаем выявлять причинно-следственные связи, делать выводы, прогнозировать возможное развитие. Какими вопросами? Скажите, ребят, в каком чайнике вода остынет быстрее и почему? А это уже тема урока, которая была пройдена у нас предыдущие 2 месяца назад. Ага, один чайник стеклянный, а второй железный. А почему в этом чайнике вода нагрелась, возможно, быстрее? А может быть, еще и потому, что вот давайте потрогаем корпус этого чайника. Да, он оказывается не горячий, а корпус этого чайника железного, он оказался горячим. То есть получается, что теплопроводность чайников разная. То есть мы уже заранее прогнозируем, какой чайник остынет быстрее. Да, прогнозируем возможное развитие событий. Вот этот чайник железный и так далее. То есть в ходе обсуждения материалов и результатов опыта мы задаем им какие-то вопросы, и они сами пытаются задавать эти вопросы. Но дальнейшая ситуация, мы ее продолжаем. Какой чайник вы посоветуете купить молодой семье из 3 человек с маленьким ребенком и среднестатистическим доходом? Что в этом я хочу, какого результата хочу достичь? В данном случае мы говорим, что результатом является это анализировать, то есть анализ. Что мы смотрим? В первую очередь мы с ними смотрим на внешний вид. То есть кто-то покупает, чтобы он вписался в кухню, он должен быть красивым. Да? Мы сразу смотрим на объем. То есть 1 литр для семьи все равно будет недостаточно. Значит, нужно все-таки чего-то побольше. Смотря на материал или на цену, например, дети выбирают ценовая категория. Ну, пускай будет чайник 1, вот ценовая категория подходит. Затем мы, когда вот 2 чайника рассматривали, мы выяснили, что вот чайник с маленькой мощностью, он оказалось, что закипел быстрее, скипятил быстрее воду. Чем он отличался? Он отличался тем, что у него корпус был стеклянный, а другой чайник был металлический. А может быть, нам все-таки выбрать подешевле чайник за 700 рублей, у которого мощность тоже немножко меньше, но он выполнен из пластика. Потом мы начинаем рассуждать, но в семье маленький ребенок, а тут мы говорим, что все-таки пластик, а пластик при нагревании, он выделяет какие-то токсичные вещества. Поэтому мы начинаем искать какие-то проблемы, вроде бы тема у нас электричество, но мы ищем какие-то проблемы. И плюс мы тут добавляем, а какими дополнительными функциями вы хотели бы наделить свои, допустим, приборы. Некоторые дети сказали, что вот можно поставить таймер, который будет, соответственно, допустим, включать чайник, когда, допустим, нам необходимо. Или, может быть, дополнительный подогрев воды. Тоже, допустим, на маленьком электрическом чайнике какой-то подогрев, который через определенное время включается и выключается. И так далее. Причем на некоторых чайниках дети нашли недостатки. То есть, например, вот на одном чайнике не было, например, не видно, сколько воды налито, и вообще есть там вода или нет. И поэтому можно просто испортить прибор, включив чайник, в котором нет воды. То есть вот такие вот как бы мы задания составляем. И таким образом получается, что мы результат такой приводим к уроку, что ребята у нас учатся выявлять проблемы в учебных ситуациях и анализировать, интерпретировать всю эту информацию. Какие характеристики и дополнительные функции вы хотели бы иметь на своем чайнике? Номер 5. И тут, соответственно, они уже пишут, какими характеристиками они бы выбрали чайник. Где мы ищем чайники? Естественно, для того, чтобы поискать, нам необходимо либо чайник иметь, либо в магазин пойти, но мы воспользовались интернетом и, соответственно, попросили Марусю, такое приложение, и Маруся нам подыскала чайник.
подыскала чайник, который мы сказали, что мы хотим вот такой-то чайник из такого материала. По цене мы потом посмотрели, по объему выбрали. Вот. Но мы поставили условия, чтобы это был не пластиковый, то есть лучше всего стеклянный, объем такой, ценовую категорию мы выбрали. Ну и, соответственно, ребята уже подобрали чайник, который они уже написали. То есть у всех получился по-разному. Следующая учебная задача, которую я ставлю тут же на уроке, да, я даю им вот такую вот табличку. В этой табличке еще одна характеристика прибора – это коэффициент полезного действия. И вот в этой таблице, например, сказано, что, оказывается, разные приборы имеют разный коэффициент полезного действия, в том числе и чайник и так далее, все имеют. То есть не вся энергия, которая дается этим чайникам, не вся идет в тепло. Соответственно, ребята в течение урока работали с двумя чайниками, и этими с двумя чайниками они, соответственно, определяют коэффициент полезного действия. И оказалось, что коэффициент полезного действия одного чайника в разы больше, чем у другого. В данном случае какого результата здесь мы хотим достичь? Что ребята наши учатся самостоятельно выбирать форму представления информации. Возможно, мы просим, допустим, составьте диаграммы, то есть диаграмма того, у какого прибора КПД больше. Да? Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы. Это очень важно, потому что работа групповая, один строит графики, подсказывает, вот у этого выше, у этого выше и так далее. Кто-то одно считает, кто-то другое считает, и вместе они потом определяют коэффициент полезного действия. То есть вот эти результаты мы получаем, когда мы осуществляем работу учащихся в группах, в парах и так далее. Когда мы определяем КПД нагревательного прибора, для определения мы составляем так называемую инструкцию, небольшую. То есть кто что делает, что надо сделать. Надо рассчитать количество теплоты. Они в группе, соответственно, делятся. Вот ты считаешь количество теплоты. Кто-то должен посчитать работу электрического тока. Считаем, потому что все данные у нас уже собраны. И потом просчитываем КПД полезного действия. Можно организовать несколько групп, тогда нагревательные элементы можно дать разные. То есть, например, можно дать и лабораторные приборы и оценить, например, коэффициент полезного действия вот такого лабораторного нагревателя. Тогда можно организовать уже работу в парах, и тогда будет работать весь класс и будет выполнять одну и ту же задачу. И можно даже тогда увидеть, что коэффициент полезного действия у разных нагревательных приборов тоже будет отличаться. Какого результата мы хотим достичь этими заданиями? Проводить по самостоятельно составленному плану опыт. Несложный физический эксперимент. Мы вначале видели с вами, это были задачи, которые мы ставили перед уроком. Оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования. Выявлять проблемы в жизненных учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний. То есть наши с вами учебные задачи работают на планируемый результат. То, что мы хотим получить. Объяснять причины достижения или недостижения, давать оценку приобретенным навыкам, выявлять проблемы в жизненных учебных ситуациях, выполнять свою часть работы. То есть мы рассмотрели с ними прибор, мы с ними повторили, что такое работа, как эту работу мы с вами можем посчитать, как эту работу мы оплачиваем, что будет более логичным, какой чайник купить лучше, по каким параметрам. То есть я думаю, что после такого урока, когда ребята будут покупать уже чайник, они будут покупать его осмысленно. Почему выбрать керамический чайник, а не стеклянный и железный, или не пластиковый и так далее. То есть, когда мы с вами говорим о учебной ситуации, учебная ситуация должна работать на конкретный результат. И поэтому перед началом каждого урока мы с вами планируем, какого результата мы хотим достичь на уроке. И все наши учебные задачи должны быть направлены на то, чтобы этот результат был достигнут. Естественно, что в конце урока нам нужно как-то все это оценить,
самооценка. То есть тут ребятам можно предложить разные формы самооценки. И плюс не забываем про домашние задания. Ну вот альтернативным решением домашнего задания может быть вот такое задание, которое приводится в сборнике «Физические системы». И здесь предлагают еще один эксперимент по определению коэффициента полезного действия. Он совершенно отличается от того, который мы проводили на уроке, но это такой же эксперимент, который ребята могут провести дома. Он проводится недолго, то есть времени затрачивается достаточно, как раз не более 20 минут, как раз таки то, что нужно для домашнего задания, и ребята закрепят свои умения, выполняя вот такого рода задания, определение КПД. Соответственно, когда мы проводим с детьми в конце урока этап рефлексии, я у ребят всегда спрашиваю, что было для вас на сегодняшнем уроке важным, что было интересным, что было трудным и чему вы научились. Положите в свой рюкзак. Положить свой рюкзак – это значит, что вот ребята начинают высказываться. Ну, конечно, в каждом классе есть такие паровозики, которые все время говорят. Ну, а в многих классах таких паровозиков вообще нету. Тогда, конечно, можно это письменно спросить или в виде каких-то вот листочков раздать, и они, соответственно, уже пишут. Но все равно в любом классе есть такие дети, которые начинают высказываться, и тогда их поддерживают остальные и тоже начинают высказываться. Опять же, это умение говорить монологом мы формируем, умение выступать с речью какой-то и так далее. В виде домашнего задания некоторым классам, но опять же, это все зависит от специфики класса. Да? То есть одним я могу дать задание в виде КПД найти, а другим, например, сделать рекламу какого-то прибора. То есть с учетом всех характеристик, которые мы рассмотрели, да, и сравнительных характеристик, сделать рекламу, то есть характеризовать, почему вот они берут этот чайник, почему вы рекламируете этот чайник, чем он отличается от другого. То есть вот такого рода задания, они тоже являются такими мотивационными и достаточно успешными на уроке, достаточно интересными. И ребята с удовольствием выполняют такие задания в качестве домашнего задания, нежели просто взять порешать задачу. Функционально грамотная составляющая комплексной оценки. Еще раз, это освоение текстов научного содержания. Сегодня на уроке мы поработали с текстами, поработали с материалом учебника. Это использование физических понятий и величин. В качестве основных характеристик чайника у нас были такие величины, как работа, мощность, сила тока, напряжение. Мы получили закон, по которому можно рассчитать коэффициент количества теплоты и потом уже коэффициент полезного действия. На уроке мы проводили наблюдения, строили гипотез, планировали и проводили разные эксперименты, анализировали результаты. Использовали цифровые технологии по поиску и обработке данных. То есть мы воспользовались интернетом для того, чтобы искать разные чайники. Ну, датчики сегодня мы, конечно, не использовали на уроке, да, но различные вот работы, вот тут виртуальная лабораторная работа, а мы говорим про виртуальный эксперимент. То есть вот в принципе вот все это у нас на уроке присутствует. И таким образом для того, чтобы нам с вами формировать именно, как мы говорим, функционально грамотную личность, и еще раз я говорю, что для того, чтобы построить урок, мы должны в первую очередь это уметь построить учебные ситуации и в процессе этих ситуаций использовать такие задания, которые направлены на наш с вами результат, на предметный результат и метапредметный результат. Те задания, которые предложены вот в этих сборниках серии «Функциональная грамотность», и те материалы, которые предлагают нам сегодня на различных сайтах, на предыдущих вебинарах о них я говорила, это все задания, которые достаточно интересные, они связаны с жизнью, и это задания, которые на сегодняшний день являются актуальными для детей. Они интересные для детей, и дети с удовольствием выполняют задания с этих сборников. Закончить я хочу сегодня
таким высказыванием Льва Давыдовича Ландау: главное, делайте все с увлечением. Это страшно украшает нашу жизнь. Когда мы с вами сами будем заинтересованы в этом результате, который хотим получить, у нас с вами все получится. Самое главное – это движение. Спасибо за внимание.